Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. С вами снова я на канале Reality Орти Аслан. Сегодня 26 марта 2021 года. Именно поговорим сегодня о насущих проблемах, о ситуации, связанной с Чечней, Чеченией. Ну и буду отвечать на ваши вопросы. Приветствую всех, друзья. Асхаб местные, приветствую. Аслан Керимов, валейкум салам. Адам Польша, валейкум салам. Всех приветствую, друзья. В связи с, как обычно, уже по традиции, в связи с тем, что на наш канал постоянно производятся атаки, постоянно Роскомпозор, служба цензуры фашистской России, запрещает наши видео, обозначая их как экстремистскими, террористическими и так далее. И это только лишь из-за того, что мы можем просто в эфире, я могу в эфире просто зачитать историю Чеченской Республики Ичкерия. И все, без вообще каких-либо призывов, да, просто зачитываю. И все, после этого начинается блокировка. Разных видео запрещаются. Также постоянно скручиваются подписчики. Это происходит постоянно. Вот все время я наблюдаю за этим, вижу. Комментарии, правда, не удалялись. По крайней мере, жалоб от вас больше я не видел. Давно не видел, скажем так. Но ничего страшного. Самое главное то, что мы боремся и будем продолжать доносить до людей правду. Так, Сергей Бубинич, приветствую и тебя, и вас, Сергей, я приветствую. Аснабек Тутаев, салам маршал, дума сарга шалом, всем свободным. Делер, салам маршал, хуйль, Аснабек, машволь. Хотел бы начать свой стрим с обращения, которое сегодня мной было опубликовано на моем канале, на канале Reality. Как мы знаем, в Сирию много наших людей было зазвано обманным путем, пропагандой. И огромное количество нашей молодежи там погибло. Тысячи, без преувеличения, тысячи чеченцев, а также других выходцев с Кавказа погибло в этой гражданской войне. Гражданской войне, в которой нам не следовало принимать участие. Ну, что случилось, то случилось. У этих людей, погибших там, которые забирали с собой семьи, в надежде, что они там обустроятся, будут жить, строить там сирийское свободное государство. Но все получилось не так, как говорила им об этом пропаганда. И они оставили после себя вдов и сирот. Но, несмотря на это, жизнь продолжается, мы должны всячески помогать этим людям. И я сделал сегодня обращение, опубликовал точнее это обращение. Было оно написано немного раньше. По поводу, с просьбой к президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену помочь вызволить этих людей, этих женщин и детей, которые находятся фактически в положении военнопленных. Ни для кого не секрет, что их продают, там существует вот этот рабовладельческий рынок, их продают, отдают, содержат в тяжелейших, плохих условиях. И мы всячески должны на это реагировать. Мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить этих людей, этих женщин, детей оттуда. Это обращение вы все видели у меня, я его сейчас зачитывать не буду. Вы его все видели на моем канале. Я его вам просто продемонстрирую, чтобы было видно.
обращение к президенту США Джо Байдену с просьбой помочь освободить чеченских женщин, детей, удерживаемых в качестве военнопленных в Сирии. Я призываю всех подписать данное обращение, всех наших друзей и людей доброй воли. Присоединяйтесь, подписывайте в сообществе, вот в разделе сообщества на моем канале. Это обращение существует. Просто можете писать организацию, в которой вы состоите, правозащитная эта организация, любая другая организация, общественная организация, любая. Можете просто писать свое имя. Ну, кто может себе позволить писать свое имя, конечно. Мы знаем ситуацию, в какой ситуации находится. Хотя это может человек, который подпишет это сообщение, это обращение, не обязательно должен разделять моих взглядов по поводу фашиста-террориста Путина и подонка Кадырова Рамзана. Поэтому вы можете быть даже пророссийским, но за то, чтобы вернуть этих женщин, детей из этого ужасного плена. Поэтому призываю всех подписаться и максимально распространить. После того, как будут подписи собраны, я отправлю это письмо непосредственно в администрацию президента. Итак. Так, Немо, ва алейкум ассалам. Джахар Дудай, ва алейкум салам. Неуловимый Джо, ва алейкум салам. Всех я рад приветствовать. Сегодняшняя основная тема моей передачи, я бы хотел посвятить ее, разделить на две части. Ну, одна часть это будет тем убийствам, которые были совершены на территории временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. И стали достоянием общественности благодаря Сулейману Гизмахмаеву, который ранее бывший сотрудник полка имени Кадырова, выехал сюда за границу и дал показания против этих бандитов. Я бы хотел начать с того, что нам часто рассказывают, да, что кадыровский режим, есть засланные пропагандисты тут в Ютубе и здесь же в Евросоюзе, которые постоянно только это и долдонят. И вся ссора, весь конфликт, который происходит у меня со всеми, в том числе с этими подонками, происходил из-за того, чтобы не говорить все время Кадыров. Хотя вы прекрасно знаете, как я отношусь к коллаборантам, к предателям, неоднократно об этом говорил. Но эти подонки продолжают толдонить. Но это ладно, это засланные на работе люди. Ну, также пропаганда, в том числе Новой газеты, тоже долдонит нам, что кадыровский режим, чеченская милиция и так далее, и так далее. Нет никакой чеченской милиции. Чеченская милиция была во времена независимости, до оккупации Чеченской Республики Ичкерия. Остальное все это бред, остальное все это подмена понятий. Есть такая американская присказка или, я не знаю, такое выражение. Дьявол, самое большое достижение дьявола – это то, что он убедил окружающих, что его не существует. Именно этим занимается убийца, террорист, подонок, мерзавец Владимир Путин, которого по ошибке около 100 миллионов человек в России считают своим президентом. Нету никакой чеченской милиции. И мы сегодня снова убедились в этом. Как мы убедились неоднократно, все в этом убеждались. Но почему-то до сих пор упорно
пытаются нам навязать даже вроде бы демократические, европейские, русскоязычные СМИ. Слава богу, в этой инсинуации не так часто принимают участие западные средства массовой информации, настоящие западные средства массовой информации, они русскоязычные, в которых работают русские, и которые словом и делом, как могут, пытаются обелить и работать на свою страну, быть полезными идиотами. Хотя тем самым они, конечно, загоняют свою страну в средневековье. Когда убили Немцова, самого известного политического оппонента Путина, в мире известного, скажем так, политического тяжеловеса, в России в тот же день, в момент задержания исполнителей этого преступления, киллеров, Путин наградил Кадырова орденом почета. Рамзан Кадыров удостоен высокой правительственной награды. В тот же день были арестованы подозреваемые по делу об убийстве Немцова, один из которых служил в МВД республики. Мы все прекрасно это помним, как это все происходило. И все равно нам кто-то пытался рассказать, что чеченцы убили Кадырова, Немцова, чеченцы убили и так далее, и так далее. Но это не так. И вот вы видите на своем экране прекрасно, что в этот день Путин наградил Кадырова орденом. То же самое, как мы видим, произошло в связи с убийством, массовым убийством чеченской молодежи по надуманным предлогам. Да и вообще все люди, которые вы тут сейчас увидите, тут сидят на этом видео, эти люди являются предателями своей родины. Вот эти все, кто вот видите, вот эти люди, это преступники. Они преступники в соответствии с международным правом, они преступники в соответствии с нашим чеченским законодательством. И с любым общечеловеческим понятием люди, некоторые из них как бы служили во время Ичкерии, как бы выступали против России, за свою страну выступали. Например, вот вы в президиуме видите, сидит брат этого Адама Демельханова, там, как его, Ширвани, что ли, с 2 классами образования, человек в генеральском кителе. Ну, в российском можно, российский он заслужил. Рядом сидит Адам Демельханов и его братья, они как бы... Адам Демельханов был водителем у у одного из наших командиров. Далее сидит Рамзан Кадыров, тоже вы знаете, кто такой его был папа. Далее сидит Руслан Алханов, ну, короче, все преступники. Ну, ладно, вы все это знаете, без меня прекрасно. Это все преступники, которые рано или поздно ответят перед чеченским народом. Дал-мулла. И это, скорее всего, произойдет рано, чем поздно. Радуева, он был водителем. Салмана Радуева был он водителем, если я не ошибаюсь. Так вот, так же, как после убийства Бориса Немцова был награжден Кадыров, на этот раз был награжден Абузаид Висмурадов, доверенный, близкий человек Рамзана Кадырова. Абузаид Висмурадов по кличке Русский Патриот, который курировал убийство этих 13 молодых людей, о которых рассказывал Сулейман Гизмахмаев. И со стороны Кадырова. Также награждены сотрудники ФСБ
по Чеченской республике того периода времени. Это так Хвостиков, Игорь Хвостиков. Тогда он был главарем УФСБ, так называемой УФСБ по Чеченской республике. Давайте посмотрим видео. Что еще? Более того, наградили Висмурадова и Аслан Ирисханов, или Ирасханов, как его по-разному называют, который на территории полка, командиром которого он являлся, была произведена эта казнь, который попросил Турпал-Али Ибрагимова, руководителя Шали, оккупационный руководитель, коллаборант, после одного или двух выстрелов и убийства одного-двух человек из пистолета, Аслан Ирисханов попросил кровью не пачкать комнату, и Турпал-Али Ибрагимов со своей охраной задушили этих людей альпинистским канатом. Аслан Ирисханов был сегодня или вчера, позавчера, 24-го, новости вышли на ЧГТРК Грозный, был назначен замом вот здесь сидящего Руслана Алханова, который является министром внутренних дел временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия от России. Его замом его назначили. И после этого вы мне рассказываете, разные пропагандисты, что это какая-то чеченская милиция и так далее. Никакая это не чеченская милиция. Это самая настоящая российская фашистская милиция. Руководителю кадрового департамента МВД огласить новые назначения. Так стало известно, что приказом министра внутренних дел России Владимира... Вот этот человек назначен замминистра. Это есть Аслан Ирисханов. Колокольцева, исполняющим обязанности замминистра внутренних дел по республике, начальником полиции назначен Аслан Ирасханов. Прежде он занимал пост начальника УВД по городу Грозный. Ключевую должность заместителя министра в системе республиканского МВД в течение долгого времени занимал Апти Алаудинов. Теперь он назначен помощником главы региона. Апти Алаудинов снят с должности за то, что проявил неуважение к фотографии вот этого Кадырова. И теперь всячески, как собака женского рода, виляет хвостом и пытается удержаться хотя бы рядом. Да, его сняли с должности, потерял он все. Хотя он очень много сделал. Если вы помните убийство Карины Спиридоновой, русской мусульманки, на которую был одет пояс, так называемый пояс смертника, и она была взорвана, убита сотрудниками, когда Руслан Алханов, Руслан его, по-моему, этого министра зовут, Алханов отсутствовал, был в отпуске. В это время Апти Алаудинов исполнял обязанности министра внутренних дел и, видимо, стремился стать министром, но не шмогла, как говорится. Я придал активно огласке тот факт, так как убийство Карины Спиридоновой на канале Ичкерия Лайв есть это видео, где я перевожу, где сидят люди в машине, комментируют это и снимают, как она идет, как они нажимают кнопку. Я это перевел и на английский, и на русский, и отправил куда следует здесь на Западе, и выложил это в интернете. И по какой-то причине Аптишка, у него кличка, кстати, «Желтые штанишки», не смог стать министром внутренних дел. А потом он как-то проявил неуважение к фотографии Кадырова, говорят, отвесил подзатыльник, из-за этого был сейчас смещен и сейчас виляет хвостом. Сейчас на его место назначен массовый убийца, соучастник массового убийца, организатор массового, хотя организатором является ФСБ, но непосредственно на месте руководил этой всей операцией на своей территории Аслан Ирисханов, назначен замминистром. Вот такой замминистра у чеченцев дали русские. И всех чеченцев
я попрошу не заблуждаться, не обманываться, что вот нам по телевизору показывают, там, что все хорошо, мы часть России, нас там принимают, там разные пропагандоны сидят, рассказывают, что это какой-то кадыровский режим там и так далее. Нет, это самая настоящая русская оккупация, которая закончится только с уходом России с нашей территории, и все наши беды закончатся только тогда. И даже во времена Ичкерии, когда мы всячески там пытались строить после разрухи, после Первой войны, межвоенное время, пытались восстанавливать нашу страну, те криминальные банды, которые орудовали на нашей территории, они действовали по указке той самой фашистской России. Знаете, есть такое представление, это чеченцы, которые забывают, они забывают. Эти 13 человек убито, в тот период времени убито около 100 человек. Около 100 человек казнено тогда. Некоторые тела сжигались на покрышках, сбрасывались в реку Ассу. Некоторых хоронили на православных русских кладбищах. Некоторых там еще как-то уничтожали тела. И мы иногда забываемся, но у нас тоже есть дети, и вы все должны понимать, нохчих болас, что шавега хит виз, хабарди царика телевизор ча, хазфонин, шиш ходица халадин в центре города. 3-4 дома они у нас построили в центре города. 3-4 дома они построили в центре города. 3-4 дома построить, максимум 100 миллионов, максимум там, 50 миллионов это будет стоить долларов. Эти люди воруют миллиарды, делают там подсветку и так далее, и так далее. Причем все это делаем мы сами, чеченцы, наши руки это делают. Мы трудимся на этом. И это наши деньги, это наша нефть, это наши налоги. Чечня занимает одно из первых мест по сбору налогов. За газ, за свет, а если вы помните, во время Ичкерии не оплачивалось. Во время Дудаева, ни во время Масхаду мы не платили ни за свет, ни за газ. Хотя за свет и газ наше государство платило. Мы не платили, рядовые граждане. Потому что с этим рассчитывалось наше государство. А мы даже ус не дули тогда. Когда вы знаете, что все плохо, когда у вас все печально, идет война, допустим, вы прячетесь, вы спускаетесь в подвал, идете вдоль стены, там, вдоль дома, чтобы как-то обезопасить себя от снарядов, от пуль, от бомб и так далее. А когда идет война, развешаны гирлянды, красивая подсветка, вам по телевизору рассказывают все прекрасно и так далее, и так далее. Вы расслабляетесь и думаете, что война не идет. Она идет. Идет война на уничтожение всего нашего народа. Может кому-то показаться, что преувеличиваю там и так далее, и так далее. Нет, господа, друзья, сограждане. Это я не преувеличиваю, это именно так и есть. И в этих списках 13 человек или тех 100 человек, которые были казнены в 2017 году, и после были массовые казни, не такие масштабные, потому что уже Сулейман Гезмахмаев придал этому огласке, и они чуть-чуть успокоились, перепугались. И до, и после этой казни людей убивают, и там могут оказаться наши дети, и мы сами можем оказаться в любой момент. И это нисколько не преувеличение. Да, не идет полномасштабная война против чеченского народа, но она не идет полномасштабно, потому что мы не оказываем никакого сопротивления. Мы как жертвенные бараны, молчаливо сидим и ждем, когда вырвут, а когда из толпы кого-нибудь и казнят. А когда вырывают и казнят кого-то, мы говорим: альхамдулиллах, не казнили моего. Меня пронесло, альхамдулиллах. Вот так мы говорим.
А так неправильно. Так чеченцы себя не могут вести. Не только чеченцы, ни одни нормальные люди себя так вести не могут. И вот надо понимать, что происходит. И как мы видим, так как это было такой трамплин для Игоря Хвостикова, бывшего главаря УФСБ по Чеченской Республике, это был трамплин для него. И Кадыров часто пишет, и я читал, и вы, наверное, читали, что Чечня является такой трамплином, кузницей кадров там для России и так далее. А как вы думаете, как ФСБ или полиция или военные делают себе карьеру? Они не пишут документов, как это делают юристы. Они не пекут хлеб, как это делают пекари. Они сажают и убивают людей. Это их работа, этим они занимаются. Но одно дело ты делаешь в рамках закона, который принимается всем государством, всеми людьми. Другое дело, когда ты это делаешь против закона, нарушая закон, оккупируя чужую территорию и находясь там и главенствуя там, да. Вот чем занимается. И вот Игорь Хвостиков стал главарем УФСБ по Татарстану. Более большая республика, более спокойная республика. Ну, вырос, скажем так. Вырос на крови вот этих 13 человек. И, скорее всего, раз это было в одно и то же время, казнь этих 100 человек, около 100 человек, скорее всего, речь идет, что УФСБ, банда УФСБ по Чеченской Республике причастна именно ко всем этим смертям. И это делают не эти кадыровские предатели. Нет. Это делают русские. Русский мир такой, который мы видим. Могло бы показаться, что ну ладно, вот сейчас какой-то там плохой Дудаев и плохой Масхадов не выпили, как предлагал Кадыров, стакан или бутылку водки с русским царем, и не помирились, и не нашли общий язык. Нет, это не так. Для дебила Кадырова может показаться, что это так. Или он остальных считает дебилами своего уровня людей, что вот он так обозначает их. Так решает проблему, выпив бутылку водки. Если выпивать бутылку водки и решать такие проблемы, можно было бы давно решить много проблем. Но это именно русско-чеченская война. Россия нас ненавидит. Наше желание жить свободно, оно заразительно для других. И это опасно для этой империи, для этой фашистской империи. Именно поэтому. Именно из-за того, что вот из-за того, что у нас есть нравственность наша есть, мораль есть, человечность есть. Именно за это, за нашу храбрость нас ненавидят, нас презирают. И нас пытаются унизить. И помните, сняли штаны с парня. А почему вы думаете, сняли штаны? Именно чтобы унизить. Именно чтобы унизить. Они могли его избить. Они могли его заставить извиниться и так далее. Заставить плакать его на камеру могли. Нет, они сняли с него штаны и по беговой дорожке заставили его пройтись. То же самое произошло с другим чуваком, которого раздетого посадили там и имитировали, что он там бутылку себе. Это для чего делается? Это говорит вот этот Бутылкин, Магомед Даудов, бывший Тимур Даудов, который говорил, что вот он там спасает чеченский народ. Ничего вы не спасаете. Вы самые настоящие подонки. У вас нет ничего. Вы спасаете свои жизни и набиваете себе карманы. Вы никто, вы ноль. Вы в историю войдете как ноль. Вы прокляты чеченским народом. Вы прокляты во веки веков.
До 7-го колена вы прокляты. Никогда вам этот чеченский народ не простит. Никогда вам история этого не простит. Вы обрекли не только себя, спасая жизнь, да, там, в данный момент опасно было там. И как Бутылкин попадал в плен, нам рассказывали, рядом сидящего убили, и Бутылкин был в шоке, и был вот таким образом пленен, и после этого стал работать на русских. Русские ненавидят нас за то, что мы не такие, как они, за то, что мы говорим о них как есть. Да, среди русских есть порядочные, хорошие люди, но по большей части это имперцы и фашисты, которые могут быть только над или под, а на равных они не умеют. Не хватает у них ни способностей, ни духа, ни конкуренции, ни нравственности. Ну, вот не выдерживают они конкуренцию. И они могут только или задавить нахрапом, или могут подчиняться. Дружить у них не получается. И вот был награжден человек, Абузайд Висмурадов и Игорь Хвостиков. Все эти люди освобождены, хотя Игоря Хвостикова Новая газета пыталась обойти. Я надеюсь, сейчас Новая газета не будет пытаться обойти, а расскажет, как есть, упоминая и Хвостикова и так далее. И давайте я вам покажу, как награждался русский патриот Абузайд Висмурадов. Очевидно, что Россия заняла конфронтационную позицию по отношению к Европейскому Союзу. Нарушение прав человека и международного права со стороны властей как в России, например, на территории Чечни, по которым мы сегодня внесли санкции, так и за ее пределами растут. Российские власти демонстрируют нежелание участвовать в решении этих вопросов. Здесь присутствует какая-то вот непонятная политкорректность. Вот просто она никак не дает никакого объяснения. Российские власти демонстрируют нежелание участвовать в решении этих вопросов. Российские власти прямые виновники этого. Российские власти прямые заказчики этого. Российские власти убивают на протяжении огромного количества лет чеченский народ. Как можно так мало? Мне надоело вот эти двойные стандарты, мне надоело это лицемерие, которое выражает Европейский Союз и другие организации и институты международные. Сколько можно это терпеть? Этот человек Путин, Россия фашистская, это империя, ничего никуда не ушло. Советская империя это была, Российская империя царская, неважно. Это люди, страдающие шовинизмом и империализмом. Эти люди должны быть остановлены. Их нужно называть теми, кем они являются. Это убийцы, террористы, подонки. Россия движется в сторону авторитарного государства. Россия не движется в сторону авторитарного государства. Россия давным-давно является авторитарным государством. И если европейские представители боятся говорить правду, или же не хотят стать соучастниками, что они все это время терпели, вот это все, это сугубо лично проблема европейских вот этих чиновников, которые довели эту ситуацию. Без сомнения, при их участии доведена эта ситуация до сегодняшнего дня. Вот уже начинаются репрессии в России именно русских несогласных, которых сейчас выявляют и будут долбить. И дальше от Европы. И Европа должна сделать выводы. Давно должна. Висмурадов и Катаев попали под европейские санкции неделю спустя после выхода статьи «Новая газета». В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова под своим именем рассказал о внесудебных казнях в Грозном и роли Висмурадова в этих расправах. После публикации «Новая газета» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль не будет инициировать проверку информации о внесудебных казнях. Вместо этого Висмурадова наградили. Указом президента России он получил медаль за заслуги перед Отечеством первой степени. Для Висмурадова это не первое попадание в черный список.
В 2019 году он был включен в санкционные списки США по закону Магнитского. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров назначил Висмурадова заместителем председателя правительства республики по вопросам взаимодействия с силовым блоком. Катаев также фигурировал в материалах, связанных с пытками и преследованиями ЛГБТ-сообщества в Чечне. Он внесен в санкционные списки ряда западных стран. Теперь Висмурадов и Катаев не смогут ездить в страны Евросоюза, а их активы в Европе, если таковые имеются, будут заморожены. Ну, такая вещь, что будет, что грозит. И Кавказ реалии, ну, как бы такой с издевкой в конце говорит, и активы будут заморожены. Нет, Кавказ реалии. Я понимаю, что вам как-то хочется хоть как-то сделать так, чтобы показать, что, ну, не так серьезно все это, да? На самом деле это очень серьезно. И из этого списка, этого санкционного, преступник обозначен. И дело времени, когда он будет наказан. И в международных документах они уже являются преступниками. И я бы хотел, чтобы Игорь Хвостиков тоже, главарь банды УФСБ, бывший главарь банды УФСБ, и нынешний тоже, были внесены в эти списки. И не только они. И мы будем добиваться того, чтобы все эти преступники были названы и были внесены в списки. Подонки и мерзавцы все эти. Так, друзья, давайте я перейду к вашим вопросам, чтобы... Смотрю тут... Так, как найти? Аслан, Западу невыгодно развалить Рашку, или, как сказал Закаев, ждут, что сама развалится, чтобы еще и против Турана. Да, я вижу, что можно согласиться с Закаевым, да, это так, невыгодно Западу. Но, знаете, есть такая ситуация, и мы об этом давно говорим, что после нас пойдет дальше. Ну, пускай Запад оставит Украину тогда в покое и даст ее оккупировать большой кровью, с потерями. Большая война, конечно, там разразится. И пускай попробует. И вот тогда будет видно, угроза это для Запада или нет. Когда Украина это последний рубеж Запада. После этого возьмутся за Запад. Без сомнения. Без сомнения. Без сомнения. Так, давайте почитаю ваш комментарий еще. Так. Чечня не Россия. Европа, Викинг, Болхан, Даял, Иншаеш, Син Цветешью. Шаеша моя, Чечня не Россия. Ну, Маждада. Ассаламу алейкум. Доброго вечера всем. Как россияне ненавидят США за то, что те отправили марсоход. Замечаю комментов. Все огни лезет наружу. Рогозин до сих пор думает, что Марс это батончик шоколада. Да. Маждада, так. Ганш Шрёдер. Европа ждет, когда Кремль сделает им мировую катастрофу. Тогда они защищаться. Корона им маловато. Да, Ганшрёдер, совершенно верно. Ну, уже произошло, что могло произойти. До невероятных размеров, как говорил Джохар Дудаев, уже разрослась эта зараза. Осталось теперь что-то предпринять. А то это как в том анекдоте про жену и соседа,
когда у мужа не было доказательств, никак он не мог найти доказательства. Ох, опять нет доказательств, говорил он на все. То же самое здесь. Ну, о, боже мой, это... Так. Ичкер. Арцуев, ты из какого тейпа? Я из тейпа Нашхо. С земель Нашха. Из места Муцарюрт. Мазархо, значит. Так. Аслан, они уже везде, даже велики воруют. Да, с великами вообще прокол. Мелкие хищники такие. Так, проверим-ка мы настройку. Сейчас. Проверим настройку. Да, очень известный случай такой, когда посольство России во Франции, Страсбурге, консульство в Страсбурге воровали велосипеды, на 100 тысяч на велосипедили и были пойманы с поличным. Это позор просто, большой. Это хорошо, это хорошо. Пускай знают, кто, что они. Уже уровень, смотрите, как низко пал у них. Уже все, они уже до того. И это же не сейчас происходит. И ведь воруют ведь не только велики, не только в Страсбурге. Они всем занимаются. Я не знаю здесь, о чем можно, о какой-то русской преступности говорить. Это не русская преступность, это государственная преступность уже получается. Не какая-то там мафия здесь. Да. Так, я перемотал немножко. То есть нет у нас ни союзников, ни друзей в мире. И не было. Любая страна нас предаст в любой момент. Маш Воваль, то есть да, да. Может быть, не любая предаст в любой момент, но за хорошую плату предадут. Так, как найти? Джо, я лишь хочу, чтобы мы не пытались разделиться с Валай. И уж лучше не поднимать эту тему блогерам, чтобы это забылось. Неуловимый Джо отвечает, как найти? Я буду к ним относиться, как они к нам. Ладно, проехали, Ларемца. Неуловимый Джо, я хочу тебе сказать одну вещь. Как то вот, по поводу вот этих событий, да, то с Дагестаном у нас, то с ингушами у нас. А мы такие выступаем в роли таких полезных, когда начинаем поддерживать, да. Я тоже заходил на разные ингушские паблики и такое видел и слышал, что ну, не может нормально, адекватный человек не писать такое, не спокойно это просто смотреть на это, да. И я просто с испорченным настроением покинул просто эту площадку. Есть тролли. Вы не поверите, или вы уже давно это сами знаете, но мы все равно ведемся на эту уловку их. Есть Россия. Россия враг. Российское руководство враг. Другого врага нет, не было и никогда не будет. Имперская, фашистская Россия враг. И они нас сами сделали себе врагами. И не только нас. Так вот, мы знаем, кто убил 300 тысяч наших людей. 42 тысячи, среди которых дети. Мы знаем, что
Россия оккупировала нашу страну. И все мы это прекрасно знаем, это на наших глазах всех произошло. И у нас есть негатив по отношению к России. И Россия, и пропаганда российская, она не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Это очень разветвленная, очень многоступенчатая, многоуровневая ложь, пропаганда, которая ведется Россией. И им нужно нас отвлечь на ингушей, на дагестанцев, там, на украинцев, на грузин, на кого угодно. И мы не должны поддаваться. Мы не должны ни в коем случае поддаваться на эту пропаганду. Потому что одну минутку, форс-мажор. Камеру сдвинул немножко. И мы не должны поддаваться на эту пропаганду и всячески должны уходить от этого. И им нужно, чтобы вот наш негатив сместился в разные стороны. На Кадырова пытаются сместить, на ингушей, на кого угодно, на что угодно, о чем угодно может говорить. Та же «Новая газета», например, рассказывая про ЛГБТ, нам тоже пытается всячески сделать. И именно этим и занималась «Новая газета», пока я не начал много писать по этому поводу и не говорить. И я, и другие тоже писали об этом поводу, что не только речь об ЛГБТ, ведь в начале ведь вообще «Новая газета» написала только об ЛГБТ, там, вот, там потери, погибшие там, и так далее. И весь акцент делался на этом. Хотя мне, вот по моим данным, нету ни одного смертельного случая, летального убийства представителей данной группы. Хотя около 100 человек казнено, не принадлежащие этой группе. Да, есть преследование, этих людей пытают, из них вымогают деньги, из них делают агентов. И это не секрет, их делают агентами не только в Чечне, но и в России этим занимаются. Это хороший способ там, шантажировать людей, особенно в чеченском обществе, чтобы человек подчинялся, делал, что ему говорят. Но я не знаю ни одного случая убийства этих людей. Хотя пытки, нечеловеческие пытки, они проводят вне зависимости, к какой группе кому ты принадлежишь. Но «Новая газета» нам рассказывала только про это. То же самое происходит там и в других вещах. И они всячески пытаются увести от основной проблематики и запудрить мозги, как говорится. Не поддавайтесь на провокации. Не надо ни с кем ссориться. И вот ты пишешь, что какие они к тебе будут, такие ты будешь в ответ. Да, ты, конечно, имеешь полное право быть, но ты уверен, что ты, человек независимый, ничей не тролль, пишущий это, что напротив тебя, который тебе это пишет, такой же человек независимый, ингуш сидит, пишет. Я в этом не уверен. Да, может быть, попадется такой же, как ты, который уже накрутили. И вы будете друг с другом грызться. А ты выйди, посмотри вокруг, на ингушей посмотри, пообщайся с ингушами. У нас у всех ведь есть и родственники найдутся, и друзья найдутся, и знакомые найдутся. Посмотри, как они проявляют к нам уважение, как они ведут нас. То, что там пишется, это близко такого нет. Не то, что близко нет. Как самого дорогого гостя тебя будут встречать. И мы их также будем встречать, и встречаем. И не было никогда этого. Да, среди ингушей есть там много разных людей, которые там ведут пропаганду. Но точно так же и с нашей стороны есть. И это все делает Россия. А мы должны остаться вот посередине. Сохранить то, что нам досталось от наших предков. Это единство, порядочность там, и так далее. Так, давайте я чуть-чуть перемотаю.
Так, Аслан Лорс. Мне нравится политика России. Разделять и властвовать. Этим они открыли мне глаза на жизнь. Кто есть кто. Да, на самом деле, в какой-то степени, можно сказать, политика России, я был в какой-то степени таким однобоких взглядов человеком я был. Но на Россия вылечила меня. И многое я понял, когда погрузился и начал разбираться вот в этом всем. Как говорится, нет худа без добра. Какая-то польза все-таки была. Ну, может, и с возрастом я бы так понял, без этих фашистов. Анна Ива. Ненавидят Путина в Чечне, а голосуют за него 90%. Кто тогда голосует? Анна Ива, вы с какой планеты вообще прилетели? Когда в вашей стране были честные выборы? Просто назовите мне одни выборы, одни в советское время, демократической России, честные, объективные, без подтасовок выборы. Скажите, где были? Вот просто одно место, где честный кандидат вышел и выиграл эти выборы. Это раз. А во-вторых, оккупировав нашу страну, ненавидя нас, запугав, убив, посадив, искалечив, практически весь чеченский народ пострадал. В моральном, психологическом, физическом плане. Установив режим, когда убивают массово людей, казнят задержанных. Не просто в какой-то спецоперации они обзывают кого-то террористом и потом его убивают. Где вот, там трудно доказывать там, и так далее. Хотя это тоже незаконно, да, обозвать человека террористом и убить его. Кстати говоря, меня тоже Роскомпозор ваш называет уже там призыв, что я там террорист, что ли, как-то они меня там обозначали. Так вот, как вы думаете, в такой оккупированной стране могли провести честные выборы? Или даже в Крыму, где не было никакой войны, и народ, который был оболванен пропагандой и был за Россию, часть народа, даже эти выборы не признаны настоящими и законными, потому что они там были незаконные, потому что там был бред просто сивой кобылы. И вы такую вещь говорите, Анна, ну в приличном обществе, а у нас здесь на канале Реалити приличное общество, стыдно такие вещи говорить и писать. Неуловимый Джо Аслан. Есть одни и те же ники, которые годами пишут всякую грязь. Да, может быть, есть, я не знаю. Но они годами, это же тролли. И ничего не меняется. А ты найди этого человека. Найди, не просто найти, да, там же реальный человек, там не компьютер пишет. Найди и разберись, что он, к какой работе он принадлежит, чем он занимается, вообще ингуш ли он вообще, корни его там. Только так можно это установить. А так, конечно, пишут там аккаунты, которые они... Пока мы еще не знали, что такое YouTube и как он сильно развивается, ФСБ и вот эти пригожинские тролли уже давно создавали свои фабрики, регистрировали там аккаунты и начинали свою деятельность. Лунный свет. Каждый день в боях с русским миром на Донбассе гибнут украинские военные. Только сегодня 4 погибло. 4 погибших. Я выражаю искренние соболезнования всему украинскому народу, родным и близким этих погибших. Я скорблю вместе с ними. Это невероятно трудно, тяжелое время, когда погибают лучшие из лучших, защищающие свою страну от этого фашизма, от этого империализма. Да, война идет, продолжается. И я удивляюсь, почему украинские власти не коммуницируют с чеченским правительством. Почему
не объединяются? Почему в Крыму признаются, раздаются паспорта, на Донбассе раздаются паспорта, а Украина не признает, например, Чеченскую республику Ичкерия или чеченские паспорта? Что мешает ей ответить зеркальным образом? Не говоря уже о том, что защищаясь выиграть нельзя. Никогда. Рано или поздно агентура вот русская, она влезет во все эти, займет разные хорошие позиции в украинской власти, влезет во все эти институты власти. Годами время работает не на Украину в этом плане. И только защищаясь победить нельзя. Надо нападать. Надо нападать и возвращать свое, чтобы прекратились эти смерти. Каждый день в боях с русским миром так. Аду Давлетюк, у нас нет возможности остановить дыровских подонков и провокаторов, в отличие от ингушей. Я имею в виду бессовестных подонков, оскорбляющих открыто всю нацию. Но хвала Аллаха, не все вечно. Аду Давлетюк, вот здесь я с тобой соглашусь. Та грязь, которая выливается на чеченцев. Так, мы зависли, по-моему, да? Так, зависли? Так, по-моему, мы вернулись, да? Мы в эфире. Так, подождите. Так, мы вернулись, все нормально. Вот, Адудалютук, в этом я согласен. То, что происходит с этими событиями, этими троллями и так далее, ингуши давно могли бы выявить этих людей, ну и придать огласке этих людей. И у себя, в конце концов, написать заявление на этих людей и как-то сделать. Но по какой-то причине это не делается. Ну, это, конечно же, неправильно. Надо как-то ингушам постараться локализовать вот этих подонков, которые есть. Но они в основном анонимные или выдуманные. И поэтому нельзя понять, как их найти и так далее. Но этим кто-то должен заниматься. И если в Ингушетии не так, как у нас, да, с законом, то это еще не значит, что там все отлично и безопасно. Там тоже далеко. И вы знаете, сколько людей было убито в Ингушетии. Так, я немного перемотаю. Так, Анна Ива. Да, я прекрасно знаю, что выборов в России нет. Тогда зачем вы задаете такой вопрос, Анна? Откуда у вас возникает такой вопрос, если вы прекрасно знаете, что
никаких выборов нет. Так, нам не нужно воевать, Тойзен говорит, нам не нужно воевать с Рашкой. Баста, хватит. Теперь будем смотреть на других, да и попкорн не забудьте. Да? Хитуан Бацабис. Твердо. Мы должны добиваться теперь ручкой. Многие говорят, о, какой смысл в этом, какой смысл. Это, короче говоря, типа не имеет никакого там успеха, там не будет никакого толка от этого. Нет, будет толк, друзья. Абсолютно 100% будет толк. Просто на это нужно приложить много сил. Да, это не происходит так быстро, но в любом случае толк будет и толк есть. Даже маленькими скромными силами можно сделать много чего. Не говоря уже о том, что если это будет заниматься большой круг людей, если этим будет заниматься правительство наше и так далее. Что, в принципе, за правительством я мало вижу активности. Хотя там, не знаю, почему нет этой активности. Так. Я Куба. А когда в России последний раз были русские вожди? Вот тоже это такая распространенная такая байка русских, что вот это не русские, это не русские. У чеченцев тоже, кстати говоря, есть такая вещь, когда какой-нибудь мерзавец у нас попадается, мы говорим, да, он не чеченец, там, туда-сюда и так далее. Но, к сожалению, или к счастью, не знаю, как сказать, русские являются большей частью этой территории. И Путин, например, он русский. До него Ельцин был русский. Горбачев был русский. Директор ФСБ или КГБ, там, который был Андропов, он был председатель КГБ, он был русский. Все у вас там русские. Да, вокруг вас собираются там чеченцы, армяне, грузины, евреи, разные кто собирается. Кто более способен, кто очень любит деньги. Вот среди самых подонков и мерзавцев вот русская власть вокруг себя собирает. И делают себе вот подобное. Вот у нас был Джохар Дудаев. С ним ваш Ельцин не захотел разговаривать. Его убили. Только после его смерти вы сели с нами за стол переговоров. Просто, ну как, пьяница и бич не хотел садиться с достойнейшим аристократом духа Джохаром Мусаевичем Дудаевым. Вот сейчас Путин, например, не хотел разговаривать с Масхадовым. Законно, демократично выбранного на всенародных выборах президента Масхадова обозвали террористом. И с ним не захотели разговаривать. Но теперь разговаривают с этим, с Кадыровым. Медальки ему дарят. Он у вас герой России, дважды генерал. Ну кто в этом виноват? Русские, ну вы же виноваты. Ну вы не видите дальше своего носа. А тот, кто видит, тот не хочет ничего делать. Потому что говорят, тебе не нужно, не лезь, не твое дело, тебе больше всех надо. Это дома у вас это говорят. Никто не говорит, да, надо вот там выйти и пожертвовать собой ради того, чтобы народ жил свободно. Нет таких героев у вас. Ну, единицы есть. А их уже посадили или они понимают бесперспективность, уехали за границу. Хотя и агентура тоже сюда у вас под этим видом уехала. Поэтому русские они самые настоящие. И русские, я, Куба, вам обращаюсь, пишется с маленькой буквы. Понимаешь? Национальность пишется с маленькой буквы. Ну, у таких фашистов это с большой пишется национальность. Русский. Вот ты написал с большой. Видимо, у тебя это... Ты себя считаешь над другими, да, наверное? Тойзен, эти 90% ваших больных в головах, Анна Ива. Да? 90%.
Эдмомедов, многие на Западе говорят, не мешайте Путину разваливать РФ. Да, Путин ее разваливает. И это хорошо. Россия должна разойтись на несколько государств, и только тогда люди спокойно будут жить и в мире. Даже я не представляю, как это произойдет. Если Россия не перестанет быть 80-90%, 95% зла на земле перестанет быть. Я не знаю, к чему это приведет просто. Но у нас Сулейман Гизмахмаев, по-моему, здесь, да, Чеченче. Все, я на выход. Не даете ключ, жаль. На аватарке. Это ты, Чеченче? Сулейман? Ауи? Машовель? Давай, Сулейман, ты пропал, уходи на связь. У меня к тебе много вопросов набралось. Так, друзья, я опять перемотал. Игорь Кузнецов говорит, а ты герой? Нет, Игорь Кузнецов, я не герой. Почему я герой? Я говорил, что я герой? Нет, но я тебе скажу, что у нас в 1000 раз больше было героев, чем у вас. Несмотря на то, что вас в 100 раз больше, чем нас. Представь, может, не в 1000 раз, в 100 раз у нас было больше героев, чем у вас. Несмотря на то, что у вас в 1000 раз больше. То есть, если у вас был один, у нас 10 000 героев было. Понимаешь, о чем я? Так. Я не фашист, я интернационалист. Нет, я все нации пишу с большой. Чеченцы – это уважение к нации. Но это неправильно. В русском языке национальность пишется с маленькой буквы. И чеченец, и русский, и все остальные. Так, господа, я хотел сегодня с вами обсудить одну главу концепции обусловленной независимости. И я бы хотел из этого сделать дискуссию. Я бы хотел, чтобы мы это обсуждали. Я хочу в воскресенье обсудить это с Хусейном Исхановым, если получится, с Ибрагимом Никархо, с Хамзатом Ипаевым, с другими нашими товарищами. И также, эта концепция, я только сейчас ее начинаю уже так плотно изучать. И я бы хотел, чтобы это произошло у нас совместно. Сейчас я перейду к этой концепции, и я сегодня хотел бы вам об одной главе рассказать. Поэтому мы потихонечку перейдем к этой концепции. И это очень важно. Это то, в каком направлении мы должны двигаться. Не совсем в этой концепции я могу сказать, что я согласен. И в первую очередь, наверное, из-за того, что произошло очень много событий после этого, утекло много воды, и мы должны немного будем некоторые вещи пересмотреть. Один человек, 2-3 человека, это сложно. Этот вопрос, вот этой концепции,
обусловленной независимости Чечни, МИД ЧРИ от 2003 года, к ней мы должны вернуться и ее доработать. Доработать или подправить, изменить. И мне кажется, именно я в общем согласен с этой концепцией. Я не согласен с некоторыми моментами, которые, может быть, меня можно будет там переубедить, и я соглашусь с этими моментами. Для этого мне нужно наше гражданское общество. У нас уже здесь собралось достаточно людей, которыми я знаком, которые постоянные наши зрители, с которыми мы должны это все обсудить и прийти к какому-то общему знаменателю, чтобы мы могли предложить Западу наш план. И лучше этой концепции, в которую включено практически все, что необходимо, я пока не знаю и не вижу. Эта концепция написана, обусловлена независимостью, написана нашим МИДом, как я сказал, в 2003 году. Тогда МИД наш возглавлял Ильяс Ахмадов. И я это делаю не от него, вообще я это делаю не от кого-либо вообще, как я уже много раз это говорил. Все, что я делаю от себя, от своего имени. И это сугубо моя личная точка зрения. С ней можно не соглашаться, с ней можно спорить, ее можно отвергать и так далее. И это нормально. Я вот просто вижу, ознакомившись, я раньше ознакомливался с этой концепцией, я вижу, что это очень ценный документ, который, немного видоизменив, немного дополнив, изменив, мы могли бы его применить в жизни. И это мой план по выходу из сегодняшнего кризиса для деоккупации страны. То есть я приверженец этого плана. Это не мой план, а я приверженец этой концепции, которую, конечно же, хорошо было бы обсуждать с Ахмедом Закаевым, с Ильясом Ахмадовым, с другими нашими политическими лидерами того времени и сегодняшними. Это большая работа, которую не всегда надо будет проводить публично, но сегодня я хотел бы немного обсудить, вот остаток времени, обсудить эту концепцию. Должен быть путь выхода из этой ситуации. И этот путь мы знаем, и он есть, и он осуществим. Просто нужно приложить усилия. И вам, зрителям моим, нашим гражданам Чеченской Республики Ичкерия, мы должны объяснить это для того, чтобы мы могли знать, куда мы движемся, так как мы строим свободное, честное, демократическое общество, которое должно быть взрослым, состоявшимся, и мы должны сами принимать решения. И вначале здесь Ильяс Ахмадов написал: анализируйте, сравнивайте, думайте. Если не будем думать мы, будут думать за нас. Поэтому мы должны начать думать, мы должны понимать, что мы строим и куда мы идем. И я думаю, настало время начать обсуждение этой концепции и для выхода из сложившейся ситуации. Это очень важная тема, которую мы будем развивать. Я буду дальше ее развивать. Если вы готовы, мы можем приступить к обсуждению. Если у вас есть какие-то вопросы еще особые, мы можем переходить. Так, ладно.
давайте приступим. Концепция обусловленной независимости Чечни, предоставленная МИДом Чеченской Республики Ичкерия, который на тот период времени возглавлял Ильяс Ахмадов в 2003 году, содержит в себе 6 глав. И эти главы я бы хотел по отдельности, в каждом своем стриме, по возможности, начать обсуждать с вами. Я буду вам об этом говорить, вы можете писать мне в комментариях, и я буду менять свои взгляды, если вы меня будете убеждать в этом. И в какой-то степени попытаюсь изменить эту концепцию. Не знаю, что у меня с этого получится, но я сделаю все возможное, чтобы мы имели представление о том, куда мы движемся. Вернее, мы имеем представление. Я лично имею, я знаю, что мы можем выйти из этого кризиса. Очень достойно и очень хорошо. Я хочу, чтобы мы все принимали в этом участие. И демократия подразумевает народовластие. Народ и власть. Демократос. Вот давайте не на словах, а на деле будем придерживаться народовластия. Концепция данная состоит из 6 глав. Одна глава – это цена войны, необходимость действий, гуманитарная цена, экологический кризис, социальный вред, экономические затраты, угроза демократизации России, радикализации Чечни, эффекты перерастания. Вторая глава посвящена Чечне в контексте международного терроризма. Необходимость различать, что нисколько не потеряла свою актуальность эта глава, и если только еще больше она приобрела актуальность. Третья глава – отделение или автономия, стремление к существованию, характерные черты общества, правление закона, причины конфликта, история конфликта, сопротивление. Глава 4. Российская аргументация против отделения Чечни. Чечня в контексте ближнего зарубежья. Чечня и нефтяная политика. Эффект домино. Интересы безопасности России. Что в этом смысле мы должны тоже будем учитывать интересы безопасности России, несмотря ни на что. Но уже ситуация изменилась, и мы имеем больше прав требовать уступок. Глава 5. Выход из тупика, обусловленная независимость, легитимные стремления Чечни, подлинные интересы безопасности России, международные интересы, механизм внедрения формулы управления, органы, приоритеты действий, интересов всех сторон. И в заключении глава 6. Заключительные рекомендации от Министерства иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия. Вот такого плана контекста из 6 глав состоит данная концепция, которой мы должны будем ознакомиться и сделать свои выводы. Принимаем мы ее, не принимаем, с чем мы согласны, с чем мы не согласны. Все, конечно, должно быть в рамках чеченского этикета. Мы не должны ни на кого не набрасываться. Вы все прекрасно знаете, что Ильяс Ахмадов, составитель этой концепции, не находится во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Я не нахожусь там, и другие люди, с которыми мы общаемся, также не находятся. И нас, в первую очередь, Ильяса Ахмадова, который является автором, нельзя обвинить в пророссийской позиции. Мы ищем пути выхода. Итак, первая глава состоит из 8 страниц, поэтому я не буду зачитывать все. Я смогу вам вывесить эту концепцию у себя на сайте, у себя на Фейсбуке
И здесь я могу оставить ссылку на свой в Facebook, где вы сможете сами тоже ознакомиться с этой концепцией. Так, первое, что я бы хотел рассказать, оставляя в стороне введение этой концепции, хотя концепцию тоже следовало бы, введение тоже следовало бы нам обсуждать. Ну вот, один из тезисов в введении зачитаю. Чечня не может далее являться частью России, но может и должна стать частью демократического общества. Чеченскому народу должно быть предложено собственное государство, обусловленное демократизацией через переходный период нескольких лет международного попечительства, что приведет к реализации легитимных стремлений Чечни и позволит чеченскому обществу оправиться от катастрофы последнего десятилетия, одновременно удовлетворить интересы безопасности России, а также и интересы международного сообщества, включая интересы Грузии. Только таким путем может быть разрешен этот сложный многовековой конфликт. Это основной главный тезис, который проходит красной линией по всей концепции. И что нам требуется международное попечительство. И сегодня, через 17 лет, этот тезис актуален как никогда, так как Чеченская республика Ичкерия, которая, как мы видим, совершаются массовые убийства, казнятся особо жестоким способом люди массово, нам нужно, мы обращаемся в тот же Совет Безопасности, ООН, тот же Европарламент, ОБСЕ с призывами прекратить. Это то же самое, что взять попечительство. И нам нужна помощь. Без этой помощи нам будет трудно справиться. Нам будет, скажем так, практически невозможно сделать. Все, что возможно было, мы сделали. Мы сделали больше даже, чем было возможно. Но сейчас, как говорится, нет худа без добра. Переходя в союзничество, переходя под международный мандат попечительства для реализации наших легитимных, законных наших требований, мы должны понимать, что мы тем самым наладим еще большие отношения. Еще больше отношения с Западом. И нам это будет даже на руку сейчас, если это делать. Также здесь указывается в первой главе цена войны, необходимость действий. Вот все, что здесь говорится вот в первой главе, это очень сильно резонирует с тем, что нам рассказывают по российским средствам массовой пропаганды. И очень подходит к тому, что сегодня еще больше усилилось то, и даже здесь есть вещи, которые Ильяс Ахмадов практически предсказывает. И именно так, как он говорит в этой концепции, так и происходит. Знаете, это большой текст, который займет очень много времени, и здесь очень много вещей, которые так нельзя будет неподготовленному человеку вот так все это объяснить.
Я сделал вот сейчас презентацию этой концепции, и я думаю, на сегодня я на этом остановлюсь. Я еще поработаю над этой концепцией, как ее вам преподнести, так как нас смотрят не только наши друзья, но и недруги, и что лишнее не следовало бы в направлении говорить. Хотя секретов по этой концепции, по этому направлению у нас нет, так как она в открытом доступе имеется. Но давайте отложу тогда эту ситуацию. Как найти мне? Тут пишет, что выложить весь текст у себя тут в Ютубе. В Ютубе все не получится, я выложу ссылку. Я выложу ссылку, чтобы вы могли пройти и посмотреть, так как это большой текст. Текст на 30, по-моему, листах он где-то набирается. Поэтому вам тоже придется с ним ознакомливаться, того, кого это интересует. Будем. Да, и КМС Вольных, ты прав, отдельно эфирный есть, да. Нужно отдельно. И знаете, я следующий эфир, который посвящу этой концепции, наверное, я оставлю свой телефон, WhatsApp, чтобы мне могли звонить, и мы могли обсуждать это, вести такую работу. Но сперва нужно вас подготовить к этому, разъяснить вам все это. Поэтому я могу, конечно, зачитать, но это сейчас будет урывками и не так, как я хотел это сделать. Я хотел просто сделать сегодня презентацию и зачитать первую главу и некоторые тезисы, которые я здесь обозначил для себя. Они очень интересные, очень, очень важные. Ну вот здесь в 2003 году, в 2002 году, например, ОБСЕ сообщает, что, по всей видимости, движется к цензурной системе России, сообщалось. В 2002 году, 31 октября, ОБСЕ, 31 октября 2002 году Российская Дума приняла множество высокоограничительных поправок к закону о средствах массовой информации, которые были денонсированы представителем ОБСЕ по свободе средств информации господином Фреймутом Дувом. Россия, по всей видимости, движется к цензурной системе. Ну, здесь очень много моментов. Вот мы видим, что вот Роскомнадзор, например, это тот же там служба цензуры. Цензурная система, она уже существует. Где есть свобода слова, там, где нет свободы слова, там, конечно же, речи о демократии нет. И, ну, это такая работа, которую давайте отложим тогда. Сейчас уже 1,5 часа почти в эфире, поэтому я выложу у себя в сообществе ссылку на эту концепцию. И с Божьей помощью я вас просвещу по этой концепции и скажу основные моменты, которые я здесь обнаружил, с которыми мы будем с вами спорить. И там, я думаю, есть над чем спорить, и это будет интересно, это будет важно, потому что только обсуждая, только споря, мы сможем прийти к какому-то единому знаменателю. Как-то так. Давайте тогда перейду к вашим вопросам. Сейчас у нас минутка еще есть, хотя уже нет, уже 1,5 часа. Но прочитаю несколько комментариев, и на этом наш стрим сегодня закончится. Если все вскопанные, то был до самой Чечни тайный туннель прокопать и вытаскивать же.
Так, то есть я так и не понял, что имеется в виду словом попечительство, в каком виде это попечительство. То есть это будет все в концепции, мы это будем обсуждать, но это, скажем так, мандат. Это, скажем так, передача части наших властных полномочий западным институтам. И, скорее всего, в первую очередь, это должен, наверное, быть Европейский суд по правам человека, пока мы не изберем парламент и президента. И, конечно же, мне кажется, если мы будем этой концепции придерживаться, за то, что нам оказывается такая поддержка, мы должны будем что-то дать взамен. И исходя из опыта стран Балтии, я так полагаю, это может быть банковская система. Я общался на эту тему просто с людьми из Латвии, с людьми, которые стояли у истоков государства латвийского свободного и которые сейчас являются там не последними людьми. И это такая очень интересная тема, но этим надо заниматься. Сегодня у нас, это всего лишь обсуждение. Я не претендую на истину последней инстанции и не говорю, что эта концепция там 100% верна. Мы ее будем изучать все вместе. И потихоньку мы придем. Я думаю, мы придем, потому что, выход вот, я думаю так. Мегардута. Ух ты, отдаю звезды стрим. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Всего самого хорошего. Ассалам алейкум. Адикюэль. Маш Ойль. Все будет Ичкерия.